Я думаю, что здесь мы будем уже говорить о том, что нам необходимо будет в дальнейшем готовить изменения в устав партии. У нас будет изменен состав политсовета партии, потому что очень многие ушли в это движение фейковое. Вот. Ну, многие боятся, многих, конечно, запугивают. И вот вы знаете, меня, честно говоря, глубоко возмущает, что простых граждан, активистов, кто остался сподвижником Алмаза Атамбаева, идет действительно гонение, запугивание, либо перекуп. То есть перекупают, обещая какие-то должности, какие-то, знаете, преференции. И об этом люди, не стесняясь, нам говорят, что вот меня приглашали, был разговор на уровне, это идет аппарата президента. Слушайте, я вот такого еще, честно говоря, в мировой практике вообще, вот я специально хотела найти в мировой практике, были ли такие случаи, когда партия, которая выдвинула своего кандидата и работала, чтобы он стал президентом, чтобы потом, после того, как этот кандидат стал президентом, начались гонения на тех активистов, которые работали. Мы тоже, и наши активисты, также было очень много опасностей и таких трудностей работать на Сооронбай Жээнбекова, чтобы в дальнейшем он стал президентом. Поэтому, конечно же, это глубоко возмущает и председателя партии. Вот сегодня в третьем чтении будет приниматься закон о гарантиях президента и экс-президента. То есть все-таки парламент и кто-то еще протолкнул вот этот законопроект. Ну, там, конечно, инициаторы там Масалиев, Зулушев, но я считаю, что они просто исполнители, да, заказа. Вот. И вы знаете, они сохранили, несмотря на то, что было очень много выступлений и экспертов, и гражданских активистов, что нельзя эти нормы вставлять такие, то, что экс-президент не имеет права заниматься политическими должностями, не имеет права государственные должности занимать, не имеет права даже в руководящих органах партии работать. Он должен полностью отойти и сесть на печку и сидеть, книжки читать или писать. Слушайте, ну нигде такого нет. Поэтому я считаю, что на съезде обязательно эти вопросы будут обсуждаться, но в любом случае, как я сказала, меняться будет состав политсовета. В дальнейшем мы будем думать о том, чтобы вносить изменения в устав партии, потому что, например, все-таки такую норму, как фракция должна подчиняться политическим решениям партии и политсовета, эта норма должна быть введена, потому что мы видим, что фракция на сегодняшний день в полном составе практически блокирует все решения политсовета, при этом, опять-таки, манипулируем сознанием граждан, идет обман, когда говорят о том, что там 19 человек политсовета приняли решение о проведении съезда, который прошел 3 апреля. Как они могли принять, когда, например, многих наших просто там не было? И никакие письменные заявления мы не писали. Поэтому, вы знаете, все, что сегодня происходит, конечно, я думаю, что не делает сильную власть. То, что там собирались насильно забрать партию СДПК Атамбаева. Кстати, я хочу отметить, что к нам пришли письма, они будут зачитаны от социнтерна, потому что партия и там, значит, СДПК зарегистрирована в социнтерне, и от председателя социнтерна идет приветствие именно Алмазу Атамбаеву и партии СДПК. Также пришло приветствие, будет зачитано от партии «Единая Россия», потому что мы также с ними, значит, подписали соглашение о совместной партийной, значит, партийной работе. И я хочу отметить, что в данном случае они приветствуют именно Атамбаева и партию СДПК. То есть то, что здесь творится, вот так вот взять, отобрать как игрушку в песочнице, это не получится. И рано или поздно за это они будут нести ответственность.